Война силовиков или чистка рядов, обыски в офисах Следственного комитета России и аресты нескольких высокопоставленных сотрудников ведомства на этой неделе породили волну размышлений. Задержанные ФСБ следователи занимали ключевые должности. Двое из них, по информации РБК, входили в ближайшее окружение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Третьего ведомости называют человеком, на которого Бастрыкин делал ставку. Всех арестованных ФСБ подозревает в должностных преступлениях и получении взяток от представителей криминального мира. Один из фигурантов этого дела – вор в законе Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой. Итак, обыски и аресты. Почему они происходят вот именно сейчас? Об этом мы спросили экс-депутата Госдумы, полковника КГБ в отставке Геннадия Гудкова и журналиста издания «Медиазона» Максима Солопова. Я думаю, что это несколько, как минимум, совпадений нескольких факторов. Ну, во-первых, компромат есть на всех спецслужбах. Ну, к сожалению, на сами спецслужбы тоже есть компромат. Второе, безусловно, на мой взгляд, есть конкретный факт пресечения преступления. Совершенно очевидно, что там что-то связано с освобождением людей за деньги, причем из крупных лидеров такого крупного масштаба уголовного мира. Да, я думаю, что это связано так же, как и аресты губернаторов и аресты там, других высокопоставленных чиновников, связаны с активностью вот этих сотрудников службы управления собственной безопасности ФСБ, которые сейчас в условиях такого, скажем так, определенной дестабилизации государства активно усиливают свои позиции, когда стремятся к какому-то карьерному росту. Российские журналисты, пишущие об этом деле, уверены, оно связано с переделом власти внутри силового блока. И об этом переделе, понятно, не может не знать Владимир Путин. Вот интересно, какова его роль в этой истории. Путин всегда над схваткой, но надо понимать, что Путин и прекрасно понимает, что на каких-то определенных противоречиях нужно играть. Ну, например, всем известно многолетнее противостояние Следственного комитета и прокуратуры. И те, и другие не ангелы, мягко выражаясь, замазаны по полной программе. Ангелов нет в этой схватке, но Путин это устраивает, и на протяжении многих лет он позволяет этим двум ведомствам воевать друг с другом. Вся эта, с позволения сказать, движуха, она, очевидно, то есть одобряется президентом, и они идут как бы все дальше и дальше. Это дело должны вести сотрудники также Следственного комитета, но решением Генпрокуратуры оно было передано в ФСБ. И это свидетельствует, ну, если угодно, о некотором недоверии, ну, таким образом выраженным лично Бастрыкину. И еще один вопрос, который я задал, о борьбе между силовиками за доступ к первому лицу и, собственно, за зону влияния. На мой взгляд, никакой там борьбы между ФСБ и Следственным комитетом нет. Мне кажется, моя личная точка зрения, исходя из моего опыта, что Следственный комитет давно смирился с главенствующей ролью Федеральной службы безопасности и ее близости к Путину, к президенту страны. И наоборот, Бастрыкину комфортно работать под такой мощной политической крышей, которая является ФСБ, она пронизывает весь госаппарат. И вот реакция на обыски и арест официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина. Спустя сутки после задержания в своем твиттере он написал: «Стыдно и горько за то, что произошло с нашими так называемыми коллегами. Это, конечно, бросает тень на Следственный комитет, но работа по самоочищению будет продолжаться».